Оккупанты угрожают Эльверу Аметову. Сегодня утром к главе Судакского регионального меджлиса приехали оккупационные полицейские, расспрашивали о бизнесе и вручили приглашение в Центр противодействия экстремизму в Симферополе. Его подозревают в якобы финансировании запрещенной организации, имея в виду меджлис крымско-татарского народа. Представительный орган крымских татар, как известно, был запрещен оккупантами в 2016 году, но до сих пор они не угрожали представителям региональных ячеек. Ехать с оккупантами и подписывать документы Эльвер Ага отказался. Говорит, деньги тратит на семью и благотворительность, а меджлис составляет только, когда это пожелает народ. С нами сейчас Эльвер Аметов на прямой связи, участник национального движения крымских татар и руководитель Судакского регионального меджлиса. Эльвер Ага, селям алейкум. Эльвер Ага, расскажите нам, пожалуйста, подробности сегодняшнего визита оккупационных полицейских к вам домой. Что хотели, что говорили, что произошло? Они пришли, мне принесли приглашение в Симферополь. Там какая-то организация по экстремистской, что ли, организация какая-то есть. Я им сказал, что я никуда не поеду. У меня уже 8-й десяток, и по дорогам ездить я не собираюсь. Вот. Если надо, придите, арестовывайте, увозите, а так я не поеду. И они говорят, ну тогда хоть подпиши вот этот документ. Я говорю, никакой документ подписывать не буду, и ничего мне не надо. И, в общем, они мне говорят, вот вы нам сказали, что вы вроде якобы меджлис финансируете. Я говорю, я сам нуждаюсь в финансировании. И я никого не финансирую. Я, если финансировал, то, я говорю, в свое время при Украине я вот школу ремонтировал, больницу ремонтировать, финансировал, помогал. Вот. Колодцы здесь очищал по району, который, говорю, вы изгадили. 4 колодца вырыл. И вот, в общем, вот эти слова я им сказал. Они говорят, так вы, говорят, возьмете бумагу? Я говорю, нет, не возьму и подписывать ничего не буду. Я говорю, я не отказываюсь от меджлиса. Я с сегодняшнего дня являюсь председателем регионального меджлиса. Им остаюсь. Если меня народ избрал, если народ скажет, что я уже надоел, я в тот же день откажусь. Говорю, а так, чтобы меня говорить, это, говорю, бесполезно. А что, собственно, они предъявили? То есть к чему это все? Они вас обвиняют в чем? Я не знаю, в чем они хотят меня обвинять. Ну, наверное, потому что я крымский татарин. В чем еще могут обвинять? Здесь мало того, что это, у меня вот сейчас решение вынесло, они исполком на суд подал, чтобы мое, то, что кафе есть на Базаргар на берегу, чтобы его разрушить. Ну, не знаю, в общем, начали, мной взялись, короче. Эльвер Ага, мы знаем, что это действительно это не первое давление на вас. До этого на вас оказывалось давление со стороны оккупационных правоохранительных органов. И вот сейчас с Центра по противодействию экстремизму к вам пришли. Ну вот в целом вот эти все события в отношении вас, как вы расцениваете и что дальше будете делать? То, что я делал раньше, буду сейчас тоже делать, продолжать. Вот. Смотреть семью, ходить по старикам, проведывать их. Вот. Чем могу, буду помогать своим людям здесь, проживающим здесь в Судаке. Чем я еще могу заниматься? А то, что они меня пугают, я уже привык, адаптировался, как хотят пугать. Меня это... Уже меня поздно пугать. А почему они вас пугают, как думаете? То, что я председатель меджлиса, что я не отказываюсь от этого, скорее всего. Вот. А я отказываться и не собираюсь. Не знаю, может, я так вот открыто выступаю, говорю то, что есть. Я то, что здесь себя считаю коренным Крыма, но у этого коренного человека никто ничего не спрашивает, занимается беспределом, что хотят делать, что хотят ломают. Вон гектарами земли берут, вот с Москвы приезжают, гектарами земли берут, узаканивают.
А нам до 3-4 сотки даже не хотят узаканивать. А я это открыто им говорю. Ну, поэтому они меня что-то не уважают. Эльвира, вы сказали, что подписывать какие-либо документы, которые они вам предоставили, вы отказались, и ехать с ними тоже вы отказались. И что после этого, вот что они сказали, и как дальше будут развиваться события, как думаете? Что-то разговаривали и уехали. Угу.